Можно два вопроса, ребята. Вы знаете, что это такое? Памятник. Здесь убивали фашисты наши. Фашисты убивали, да? Ну, в школе не рассказывали про Куропатова, вообще ничего. А про расстрел 1937 года, это аресты Нет, в концлагеря? у нас только в БССР. Третьего июня 1988 года, когда в газете «Литература и мастатство» была опубликована статья Зенона Поздняка и Евгения Шмыгалева «Дорога смерти», не только в Беларуси, но и весь Советский Союз узнал о том, что под Минском в урочище Куропаты покоится прах десятки тысяч жертв органов НКВД. По настоянию общественности была создана Государственная комиссия по расследованию преступлений в Куропатах. Это был уникальный случай, потому что это было трудно представить. Еще монополия КПСС, и в Куропатах создается Государственная комиссия, начинается следствие. Первую работу начали делать археологи Института истории Академии наук. Это Зенон Поздняк, Микола Кривальцевич и Олег Иов. Это те археологи, которые впервые прикоснулись к этим тайнам и начали это расследование. Мы доходим до узроўня пласта пахаваных у яму людзей. Эксперты рассказывали, как это все могло выглядать, так, мяркуючы по тым, что чарапы расколотыя и две тулины. Одна уваходная, другая выходная оттулина. Одна из них винтовочная, остальная наган. 33-й, 35-й год, 38-й год. Позже нету. Я заблудилась. И тут машина как раз к яме, и сами сзади. И тут люди мои, дорогие мои, за что нас? За что, люди добрые? За что нас? Деточки, прощайте. И тут пух-пух-пух-пух, вот как горох на сковороде. Падают. Могила 1939 года совершенно точно определена, потому что много людей, много галош, а на галошах стоит датировка и маркировка. Так вот, представьте себе, из там более чем 100 пар галош этих нету ни одной 40-го года. 1938 год. Монеты, обрывки газет, там каких-то писем не позднее 1940 года. Поэтому в результате проведенного расследования комиссия пришла к однозначному и единодушному выводу о том, что в урочище Куропаты в предвоенные годы проводились массовые расстрелы наших сограждан. Были люди, которые верили, в высшем руководстве, что верили, что это немцы расстреливали. И потом, когда им сказали, что нет, не получается. Был тогда поставлен этот камень огромный, что тут уже скажешь. Казалось бы, все, справедливость восторжествовала, все узнали правду о Куропатах, и на этом проблема закрывается. Но ничего подобного не произошло. Тут же начались отклики газет «Правда», «Мы и время» белорусских коммунистов о том, что все это клевета, что никаких расстрелов НКВД не проводило, как оно могло проводить. Это же советская власть, самая гуманная власть. И коммунисты честь этой власти. Как же такое могло произойти? И тут пошла история с так называемым немецким следом. В
1994 году с известными событиями смены власти в Беларуси Генеральной прокуратуре дается задание вновь проверить Куропатское дело, которое к этому времени уже насчитывало более 10 томов. Было 2 расследования без раскопок, приезжали специалисты из Москвы и точно такие же выводы сделали. Начались письма, обращения на первых лиц государства. В 1997 году в Куропатах была вновь проведена эксгумация, было вскрыто несколько захоронений, и оно было поручено военной прокуратуре, которая входит в состав Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Ну и скажу, там же и эксперты из КГБ были, не эксперты, а помощники следователя. Вот и в первый раз, и во второй раз. Ставили крыжи, приїжджали з усієї Білорусі. І, до речі, було більше за 100 крижів. І там і з Лагоївщини, і з Воложенщини, з Дзержинщини, з цих районів около, з Мінського району. Міліція, по сутності, з ОМОНом 8 листопада 2001 года, коли выгоняла людей с Сюльто, у один вечер это все крыжи были зламанные и звезли, их так и не отдали нам. И они, як и это, як бы сказать, як и люди, які тут загинули, да, невідомі, так і вони зараз у невідомому місці знаходяться. Все, что происходило в те годы, начиная, собственно говоря, даже с 17 года и более поздний период, не поддается законам общечеловеческой логики. Система, прежде всего, уничтожала тех, кто мог своим мнением, своими действиями противостоять советской власти. Это касалось интеллигенции. С этим охвостьем решительно, как и вся наша партия, боролись коммунисты Белоруссии. Процесс уничтожения интеллигенции к началу 1937-го, середине 1938-х годов уже в целом завершался. Потом была внедрена идеология в сознание о том, что все, что делает партия, все, что делают органы НКВД, это правильно. И оно направлено на благо советского человека. Мы построили социализм. Право на новую жизнь закреплено в этой великой книге. На основе Конституции СССР была принята Конституция Республики. Когда была дана установка на поиск классовых врагов, был издан знаменитый приказ 20447 за подписью наркома НКВД Ежова. Советская пропаганда с 17 до 1937 года свое дело сделала. Я могу даже через столько лет сказать, что многие искренне верили, что ошибки быть не может, что это же следствие было. Он дал показания, и его надо расстрелять как врага. Организации, 99%, которые были созданы в воображении НКВДистов, и польская организация войсковая, и всевозможные там фашистские организации, и всевозможные повстанческие организации, и Союз вызволения Беларуси и так далее. Всех этих организаций в природе не существовало. Они создавались по сценарию НКВД, заполнялись конкретными лицами, которые даже не знали, что они состоят в этой организации. Процесс носил абсолютно регулируемый характер. Знали, сколько, когда, в каком месяце, сколько расстрелять конкретно
по Минску, по областям, по районам, и эти разнарядки неуклонно выполнялись. Просто план выконывали. Коли треба было добрать людей, то просто облавы робили, забирали людей, вывозили и стреляли. Разве это не победа? Если мы откроем расстрельные списки периода 1937-1938 годов, я такой анализ проводил и неоднократно, то основная масса расстрелянных, кто лежит в Куропатах, в других местах захоронения, это рабочий, это крестьянин, это домохозяйка. Те, кто лег в эти ямы, совершенно не имея никакой вины и абсолютно не понимая, за что, как же так, он, отдав всю душу, все, что у него было этой власти, и оказался у расстрельной ямы в 1937 году. Самое дивное, что подчас вот эксгумации мы находили речи, которые не повинны были быть у зневоленных. Что-то тяжелое. Пластинка. Кто-то с собой даже пластинку. Довоенная. Человек взял, на что надеялся. Никто не подозревал, что их ожидает. Я думаю, что около миллиона репрессировано. И вообще репрессированы, конечно, все мы. Все 10 миллионов. Потому что, глядя, как арестовали соседа моего, допустим, я ночами не спал, годами ждал своего ареста. Значит, меньше прожил. У кого-то сердце взорвалось от этих ожиданий. Значит, дети мои тоже тряслись. Многие были лишены возможности учиться. Антинародная власть. Свой народ миллионами расстреливает. Пирамида власти, которая была выстроена в этот период, было понятно. Во главе этой пирамиды находился Сталин, Политбюро, наркоматы, а у основания этой пирамиды находились маленькие и большие начальники, которые крутили этот механизм. В президиуме первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Пономаренко, гости из братских республик. Очень многих, те, которые начинали репрессии, потом съела сама же придуманная им машина. Было заметание следов. Тех, кто расстреляли в 1937-м, многих из них расстреляли в 1938-м, как свидетелей расстрелов и участников. А тех, кто расстреляли в 1938-м, многих из них расстреляли в 1939-м. То есть трижды заметал Сталин следы. Санава обещал все свои силы и веды отдать справе партии Ленина-Сталина. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, генерал-лейтенант Санава. Мы очень любили расстреливаться они на даты. Вот у них была такая дата День Советской Армии. Потом был вот у них вот 7 ноября. Летом у них, особенно в июнь-июль, передышки. Ну, кстати, в это время они в основном ездили в отпуска, НКВДисты. Причем отпуска такие, когда еще никто не мечтал здесь куда-то выехать с Минска там в радиусе 50 километров отдохнуть. Они отдыхали в Сочи, Ялта, бесплатно, в санатории. После массовых истязаний собственного народа и убийств. Тут зафиксовано и обозначено больше за 600 могил. Больше за 600 могил на плане. Сюда приходят те, у кого тут забитые у Куропатах. Это подтверждено у КГБ, КДБ по-белорусски. Ось яны тут молились, тут есть документы. У многих, амаль у всех есть документы, которые подтверждают, что тут робились расстрелы.
С 91 года до прихода до улады Лукашенко праз суды и прокуратуру были дадены доведки многим людям. Выдавали справки. Коли был Шушкевич при уладе, выдавали справки. Но это был коротенький период. Вот эти люди приходили, ставили свои крыжи, их вызывали в прокуратуру. Это же розголос сразу пошел. Я ведаю приклады, и тут приходили, говорят, не, мы боимся, мы зараз не можем шильдочку робить, бо будут вызывать, будет некий тиск на наших детей. Они и сейчас так выглядят, да, могилы. Это великая Там колькость вплоть до 150-300. и земля проседает. От одного человека ничего не будет, от двух ничего не будет, а вот когда десятки. Если в маленьких могилах они стреляли, люди падали и потом просто засыпали, а в большой могиле, о которой я говорю, 400 человек, то в этой могиле неизбежно кто-то был внутри и растаскивал людей, в центр подтаскивал. То есть он был по колено в крови. Это, конечно, тяжело. Даже вот подумаешь, ну, я не знаю, в нацистских лагерях специально готовили людей устойчивых, потому что люди теряли рассудок из-за этого. И вот здесь, видимо, то же самое было. После этого они приезжали в свою столовую, и даже есть многие показания, даже те обслуживающие персонала, они приезжали с этой трудной работы, выпивали полбутылки или бутылки водку, закусывали и отдыхали до следующей ночи или через сутки-двое опять на вахту. Мой хороший знакомый, хороший друг Абрамчик по фамилии был. После этого этот Абрамчик был, он же был кладовщик вещей заключенных. А этот склад был наверху на 5-м этаже НКВД. И я заходил с него в этот склад, и у него было все накладные, он его знал, как его расстрелял, он накладную эту приберет, и эти вещи тоже прибирал. Давал мне часы, помню, и предлагал мне еще костюм, помню, предлагал, кое-что, но я больше ничего не взял, но все я помню взял. Когда сотрудники НКВД, допустим, местного городдела или райотдела должны были расстреливать своих же сограждан, то есть местных жителей, то получалось, что они хорошо знали, и их трудно было убедить в том, что это враги. Они же с ним жили, общались, и они понимали, что не может быть такого. И для того, чтобы решить эту проблему, был придуман так называемый оригинальный способ – работа в этих командах вахтовым методом. То есть, например, несколько сотрудников НКВД Смоленска были командированы для работы в Минск, которые в течение недели-двух недель расстреливали в тех же Куропатах. Почему это делалось? Во-первых, им говорили, что вы едете приводить приговор в исполнение, которые утверждены Верховным судом, которые тройкой, двойкой, особым совещанием. Поэтому это заклятые враги советской власти, которых надо уничтожить. И возникает сразу вопрос. А был ли у них выбор? Был ли выбор кого-то вести на расстрел или сам оказаться на этом месте? 20 лет занимаюсь этой проблемой, и всегда меня интересовало, сколько в СССР, БССР активно сопротивлялась этому процессу. И вы знаете, я находил единичные примеры, когда человек открыто заявлял, я не буду вести следствие, когда он открыто заявлял, лучше я окажусь на его месте, это было 0,0 тысячная миллионная доля процента. Но есть другая ситуация в этом плане. Я тоже обратил внимание, изучая многие архивно-следственные дела, те, кто на следствии сопротивлялся, те, кто не давал показания на других, те, кто не писал доносы на других, как ни странно, у них, образно говоря, коэффициент выживания был выше. Их не пускали под расстрел, их отправляли в ГУЛАГ, и там уже было, как говорится, как у Шаламова, выжил, не выжил. Но у них появлялся шанс остаться человеком и еще выжить. Те, кто писал доносы десятками, сотнями, они в первую очередь оказывались в этой яме. Поэтому трагедия многих в том и состоит, что их к этому и принуждали, и поощряли эти действия. И в конечном итоге они вытравливали человеческую душу и приводили его все равно к одному и тому же результату.
этих ямах лежат и коммунисты беспартийные, и палачи, и их жертвы. И поэтому здесь мы не можем по костям сейчас провести какое-то разделение. Здесь лежат жертвы системы, и те, кто убивал, и тех, кого убивали. Тут написано, што ахоўваецца дзяржавай. Нічога не ахоўваецца. Нічога не ахоўваецца. Нават калі вось тут недавно былі міліцыянты, і кругом тут, значыць, шашлыкі жарылі, шашлычнікі. Так, мы іх праганяем. Пасля іх мы выкідваем акуркі, прыбіраем гэтыя семечкі, якія лушчаць, седзячы вот тут, і всякія там бутэлькі. Мы сказалі міліцыянтам, паганяйце іх, растлумачце ім. Яны сказали, нам такого указания нема. Нам указание было, вось, ходить по этой дорожке, патруляваць. Крыж тут был 2 разы знішчаны. Дзяржава не прымае ніякіх мер. Вось гэтай з'явы развіваюцца проста ў адным рэчышчы. Гэта проста хвароба грамадства. Гэта, ну, вось гэта непавага да памерлых людзей. Увогуле вось гэта, ну, не ведаю, як нават назваць гэта. Некае злачыннае такое стаўленне. Гэта проста хвароба ўсяго грамадства, а не толькі улады, скажам. Хацелі знішчыць курапаты. Яны распрацавалі 3 варыянта праекту, дзе прывязці дарогу акружную. Адзін каштаваў 75 мільёнаў рублёў 91-го года, другой варыянт 55, а гэта 27. Ну, конечно, яны прывялі дарогу не вокруг Курупат, а павялі там, дзе дзешавей. Курупат магло б не быць. Але прыйшла моладзь зялёную. І 250 дней поставили лагерь, отстояли осень, зима, весна, лето, 250 дней. И не дали, пока на Курупатах там ехали по этой аллее, склады робили. В то время отношения вот с молодью, вот этой патриотично настроенной, и милиции, я одну сторону понимал, и я вторую сторону понимал. Мы весь периметр обошли могильника и вычислили, получили периметр объекта. И он не подходит ближе, чем 60 метров к дороге. Потому что мы все углубления, которые были возле дороги, там мы их все раскопали. Там нету даже признаков погребения. Очень часто их обманывают, понимаете? Поэтому они не доверяли, они думали, что вот утверждают одно, на самом деле там возьмут, разрушат. Ну, кое-что, может быть, робили из гарача, там, с этими строителями там спорили. Але я лечу, Курупаты мы обороняем. Люди приходят спонтанно, разные. Приходят люди с топорком и с лопатой. Не за гроши, а по сумлению. Вот эти крыжи зробили люди, наша консервативно-христианская партия. Люди приносили, до речи, гроши, и за эти гроши мы купляли древо и сами робили, и все это устанавливали. Мы приходим на толоку, приходит милиция, аховывая нас. Вот что цікаво.
Чаму так варожа до нас адносяцца? Дарэчы, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, калі Білл Клінтон, калі ён наведаў Беларусь у 1994 годзе, ён наведаў Курапатаў. Прэзідэнт Лукашенко ні разу тут не быў. Улады ўсё увагу звяртаюць на лінію Сталіна, а Курапаты іх не цікавіць. Вика, не лезь! Иди сюда! Те, кто погиб до войны, враги народа, они не имеют права на память. А те, кто погиб от рук нацистов в период оккупации 41-44 год, пожалуйста, памятники, мемориальные комплексы, чествования и прочее все остальное. Как это может быть? Ну как это может быть в цивилизованном государстве? И те погибли, и эти погибли. Одни от рук сталинистов, другие от рук нацистов. Как можно память делить пополам или по четверти или еще каким-то образом? То есть заложен тот принцип, что касается этих можно, что касается других нельзя. Яно заўсёды ёсць барацьба паміж добром і злом, барацьба ў самім чалавеку і ў тым ліку ў грамадстве. Бываюць часы, калі вось гэта негатыўнае, цёмнае пераважае, пачынае панаваць над чалавекам, над грамадствам. Бывае наадварот. Задача людзей вот не дапусціць, каб гэтае вот цёмнае, што ёсць у чалавеку, тое, што мы называем злом, каб яно ізноў змагло панаваць і змагло знішчаць людзей. І ёсць верагоднасць, што гэта зло паўторыцца. Но что настораживает, и уже исполнилось 10 лет, как следствие было завершено, и результаты следствия не оглашались к материалам Куропатского дела, никто не имеет доступа до настоящего времени. Это говорит об одном, что Куропатское дело до сегодняшнего дня имеет статус политического и нежелательного для ознакомления для широких кругов общественности. Ofiar represji stalinowskich. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krystyna Łozowska na podstawie tłumaczenia Sergeja Pelesy. Czytał Paweł Stroszewski.